ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье, 17:00. Универсальный спортивный комплекс. Первенство России по мини-футболу. 11-й тур высшей лиги. Повторный матч между клубами «Ухта» и гостем из города Ишим, командой «Ишим-Тюмень-2». В разгаре борьба за второе место в турнирной таблице. Двойка лидеров автоматически попадает в финал, остальные прокладывают дорогу через четвертьфиналы. Нынешние соперники не только соседи в турнирной таблице, но и равны по силам. Как подтверждение, счет накануне 3-3. Для ухтинцев не последнюю роль сыграло отсутствие ряда важных игроков. Двое пропустили матч за 3 желтых карточки в сезоне. Черенев у нас заболел. Просто обычная простуда, с каждым бывает. Ну а карточки – это неотъемлемая часть футбола. Такая дисквалификация предусмотрена правилами. Обе команды делают ставку на нападение. В первом тайме удача благоволит гостям. У ухтинцев смог отличиться нападающий Александр Севец. К слову, он входит в 5 лучших бомбардиров высшей лиги России. А по итогу 11-го тура и вовсе становится 3-м в этом списке. Сегодняшних соперников называют самыми корректными. Все из-за малого количества желтых карточек. В среднем 1 предупреждение за матч. Однако к концу первого тайма гости набирают 6 фолов. В наказание 10-метровый удар. Переиграть тюменского голкипера Александра Александрова игрок не сумел. 2-1 ведут гости. Во второй половине матча хозяева усердно сторожат свои ворота. Очередная атака приносит успех. На 6-й минуте Дмитрий Костюков сравнивает счет, а еще через 2 отличается Вадим Максимов. 3-2. Победа за ухтинцами. Мы в обоих встречах хотели победить, но вчера не совсем получилось. А сегодня, я думаю, мы заслужили победу, так как моментов было очень много не забили, но все-таки победили. Это самое главное, 3 очка сегодняшних. Тяжело играть с этой командой, тем более у вас дома. При таких великолепных болельщиках, при такой великолепной трибуне, конечно, это дорого стоит. А то, что касается этих 2 дня, конечно, есть моменты, которые мне недовольны моментами. Но опять же, говорю, молодая команда, нам есть над чем работать и стремиться куда, поэтому будем работать. Сейчас вторую строку в турнирной таблице первенства занимает сургутский «Факел». Чтобы его догнать, ухтинцам нужно заработать 7 очков. Шансы есть, впереди 3 тура. 14 и 15 февраля наша команда отправится во Владивосток. Там они сыграют с «Портовиком». Ухта настроена решительно. Футболисты страстно жаждут реванша за обидное поражение в последнем матче.